отец оставил о себе такую светлую память, которая не запятнана никоим образом, какие бы вот испытания ему судьба не послала. И когда я называю, что я дочь Шамиля Атбар, у людей, которые его знал, всегда появляется какое-то благоговение, и они говорят, какой он был замечательный человек. Мне очень приятно жить с этим чувством. Я была очень потрясена одним событием, которое с ним произошло при освобождении одной польской станции, где он был 25 января 1944 года очень тяжело ранен. И я тогда подумала, бедный мой папа, мальчишка, в принципе, который удил с удочкой ходил на Мтищу, свою родную, тихую, спокойную речку, который не видел большого мира. Он форсирует Одер, получает большое серьезное ранение, получает награду орден Красной Звезды за форсирование Одера, который, кроме Мчисты, еще никогда ничего не видел. За этот подвиг, который им был совершен тогда, командование отправило письмо благодарственное его родителям. И когда почтальон вручил им письмо, у них задрожали руки, они были люди неграмотные и не могли прочитать его сразу же. Я представляю их состояние мучительное, пока не узнали суть этого письма. Военно-патриотическая работа, в которой занимался отец на протяжении 20 лет во Тхварчельской второй средней школе, она тоже насыщена очень многими событиями. Казалось так, что 2 выпускных класса второй средней школы ушли на войну добровольцами со своими классными руководителями, а о их судьбе никто ничего не знал. И тогда существовала такая всесоюзная программа или зорница, поисковая, в которую включился папа вместе со своими учениками. В скорости им удалось с большим трудом узнать о судьбах этих выпускников. И оказалось, что только 6 человек выжили в этой войне. За такую поисковую работу школа и папа, как руководитель этого проекта, были награждены грамотой газеты «Известия». Это было очень большое городское мероприятие, и такую грамоту приехал в Тхварчеле вручать министр тогдашний образования Алексей Несторович Джонуа. Был городской парад, мы маршировали, я участвовала в этом, это было здорово. Накануне своего 60-летия я получила предложение от своих друзей, которые шли на Аватхару. Я поднялась туда, но первое боевое крещение мой папа получил именно в этих местах. Он был курсантом военно-пехотного училища в Сухуме, и их курсантов перекинули, не закончив, еще не обстрелянных, на Клухорский перевал. Я знаю, что папа туда часто водил в походы с учителем географии своих учеников. Они устанавливали там мемориальные доски, у них были встречи и так далее. Но, к сожалению, я в этих местах не была. И я совершила в прошлом году свой какой-то подвиг. Может быть, я прошла по тропам папиным боевым путем. Я увидела обелиск на одном из перевалов, сфотографировала с ним и поднялась 7 километров в гору. Наверное, может быть, этими тропами ходил и мой папа когда-то. Отец мой ушел из жизни накануне Отечественной войны в Абхазии. За день до ее начала его с большими воинскими почестями похоронили в родном селе. И я счастлива от того, что ему не довелось увидеть этого ужаса еще раз, уже на своей родной земле. После похорон папы мы его уголок оформили, где лежали его награды, его документы. И когда подверглась грабежу, наверное, и их квартира, тогда они отобрали и этот орден Отечественной войны, но оставили небольшие только на другие награды, может быть, на их взгляд, менее значимые. К сожалению, впоследствии
9 мая оказалось роковым для меня, потому что в этот день погибает, вот теперь 20 лет назад, первый внук моего папы, мой сын, в мирное время. В этот же день, только в 1984 году, рождается моя дочь, которая после гибели брата больше не отмечает свой день рождения. Я, конечно, после такой трагедии папин праздник немножко отошел на другой план. Я в этот день всегда ходила на кладбище. Но в прошлом году я попросила прощения у сына и сказала, в этот раз я пойду сначала к дедушке, потому что было организовано на всем постсоветском пространстве грандиозное мероприятие, в котором я не имела права не принять участие. Бессмертный полк. Я сделала снимок своего отца и пошла на это мероприятие. Потом и Налу тоже уделила внимание.